со своим Господом на протяжении своей жизни, то есть когда у него все хорошо, когда, скажем, ничего у него не болит, когда все у него, казалось бы, есть, все, он находится в благополучии, если он всегда будет благодарным Аллаху, будет восхвалять Его и будет всегда беречь, хранить вот эту связь с Аллахом, тогда вот эта связь будет причиной того, что Аллах обязательно услышит его дуа, примет его дуа и поможет ему, когда ему будет плохо. И самые наилучшие примеры этому правилу, это вот два примера. Первый – это пример, негативный пример, то есть когда все у него было хорошо, он проявлял неверие, он оставался в неверии, а когда ему стало плохо, когда он понял, что все, чем он когда-то владел, ничего не может ему помочь, он признал величие Аллаха. Это кто? Это был фараон. Да, фараон, который возобнил себя Господом Богом, да, фараон, который заставлял людей поклоняться ему, а не Аллаху. Фараон, который приказал Хамену построить башню, и через эту башню он думал, что дойдет и увидит Всевышнего, да, вот этот глупец, он не понимал даже величие неба, под которым он живет, что через эту башню, вот эту жалкую башню, которую он никогда, даже если построили бы, да, то эта высота, это ничтожная высота, он даже до облаков не дошел бы. Так ведь? Сколько веков прошло, сколько тысяч лет прошло после фараона, люди максимум, 1 километр построили башню. Так ведь? А это же, изучая элементарную астрономию, сегодня любой ученик скажет, что километр к небу это же даже не один шаг. Поэтому вот, когда все у него было, он проявлял неверие, но когда он оказался в объятиях Красного моря, и когда вот эти соленые, горькие воды этого моря начали проникать ему в легкие, когда он понял, что никто из его царства, из его богатства, ничто не может ему помочь, он признал. Он признал, что Аллах есть, что Он великий, и он был искренним, потому что когда человек находится в беде, даже самые неискренние, они становятся искренними. Поэтому он был искренним. Но Аллах не помог ему. Аллах не принял его мольбу. Почему? Потому что до этой беды, до этой проблемы он не поминал Аллаха. Он не признавал величия Аллаха. Поэтому это было причиной того, что и здесь он не получил помощи Аллаха. Второй пример, это прекрасный пример Юнус алейхиссалям. Юнус алейхиссалям, когда оказался в чреве кита, он также обратился к Аллаху. Но за то, что Юнус всегда восхвалял Всевышнего Аллаха, за то, что он всегда хранил связь с Аллахом, когда этой проблемы еще не было. То есть он был там, он не всегда был в чреве кита. Вот за то, что он там, в благополучии хранил эту связь, возвеличивал, восхвалял Аллаха, Аллах принял его дуа, когда он оказался в беде. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он научил нас этому правилу. Если хочешь, чтобы Аллах принял твое взывание, твой зов, когда тебе плохо, когда у тебя проблемы, ты должен признавать Всевышнего Аллаха, когда ты в благополучии, когда у тебя все хорошо. Это правило дуа. Сегодня давайте, иншаллах, разберем тему поднимания рук. Раф'уль ядайни фид дуа. То есть это один
один из правил дуа, хотя не обязательно это правило, да, во время дуа поднимать руки. То есть, когда рабы Аллаха взывают к Нему, они тянут к Нему руки, вот так можно сказать, протягивают руки. Потому что так делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И существует даже не один, два, не три, четыре, а огромное количество достоверных хадисов или хадисов с хорошим иснадом хасан, да, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время обращения к Аллаху с дуа, он поднимал свои руки. И имам Ас-Суюти в своей книге, у него есть замечательная книга, и вот там он говорит, что فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ саллаллаху алейхи вассалям نَحْوُ مِئَةِ حَدِيثٍ فِيهِ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَى. То есть мы находим от него, то есть от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, около 100 хадисов. Около 100 хадисов, где он во время дуа поднимал свои руки. Поэтому это этикет, правила дуа, который признан всеми, абсолютно всеми учеными, и это есть адабут дуа, то есть это желательное действие во время дуа. И давайте мы с вами посмотрим несколько из этих хадисов. Имам Аль-Бухари в своем книге Ас-Сахих в главе Ад-Да'ават, то есть в главе мольбы, взывания, у него есть такая тема «Раф'уль айди фи дуа», то есть поднимание рук во время дуа. И здесь приводит он хадис от Абу Муса аль-Аш'ари, то есть это сподвижник, радийаллаху анху, который сказал: «Да'ан набию», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху, «Thumma рафа'a ядайхи», затем поднял свои руки. Ядайхи, обе руки, не просто одну руку, обе руки, да. «Вараайту баяда ибтайхи», и от поднимания его рук я увидел даже белизну его подмышек. То есть, получается, он до такой степени поднимал свои руки, об этом мы еще дальше поговорим, есть степени поднимания рук во время дуа. И вот этот сподвижник, Абу Муса аль-Аш'ари, сказал, я даже заметил белизну его подмышек. То есть, получается, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он очень сильно, довольно-таки сильно высоко поднимал свои руки. Также Абдулла ибн Умар, радийаллаху анхума, пусть Аллах будет доволен, и Абдулла его отцом Умаром, сказал: «Рафа'ан набию ядайхи», посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднял обе свои руки, ядайхи, вакаля, и сказал: «Аллахумма инни абрау илейка мимма санаа Халид». О Аллах, я не причастен к тому, что сделал Халид ибн аль-Валид. Ну, это была такая история, это тоже в Сахих аль-Бухари, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил Халид ибн аль-Валида к одному определенному народу, он начал призывать их и требовать от них, чтобы они сказали: мы приняли ислам, но они сказали, вместо того, чтобы приняли ислам, они сказали: мы отказались. Но хотя ученые говорят, что они сказали, имели в виду, мы отказались не от ислама, а от того многобожия, в котором мы были. И Халид бин Валид проявил жесткость и начал угрожать им. И тогда это все рассказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, алейхиссаляту вассалям, обратился к Аллаху, подняв руки, следующими словами: «О Аллах, я здесь ни при чем, я не причастен к тому, что сделал Халид ибн
аль-Валид. Ну, здесь самое главное, как бы наша тема, это то, что Пророк ﷺ поднимал руки. Также Анас ибн Малик рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время дуа рафаа ядайхи, поднял руки до такой степени, хатта раайту баяда ибтайхи, до того, что я увидел белизну его подмышек. Это все, вот эти все хадисы, 3 хадиса Сахих аль-Бухари. Сахих аль-Бухари. Следующий хадис Абу Хурейра, радийаллаху анху, передал нам, что к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подошел человек, которого звали Ат-Туфайль ибн Амр. Туфайль ибн Амр – это человек из племени Даус. Он подошел к пророку, алейхиссаляту вассалям, и сказал: «Инна даусан асат, фад'у Аллаха алейха». Воистину, племя Даус, оно вышло против истины. То есть оно сделало грех. Поэтому обратись к Аллаху против них. Алейха. То есть обратись к Аллаху, чтобы Аллах или проклял их, или уничтожил их. Алейха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, фастакбаля аль-кибля, Абу Хурейра рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился лицом к сторону кибля, то есть в сторону Мекки. Это тема следующей лекции, иншаллах. Да, это следующий адаб, то есть во время дуа обращаться в сторону Мекки. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к кибля, ва рафаа ядей, и поднял свои руки. То есть вот представили, да, Туфайль ибн Амр подходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и просит у него, чтобы он попросил против его племени, которое отказалось принять ислам, обратилась против его племени. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же повернулся в сторону кибля, поднял свои руки и сказал: «Аллахумма хди Дауса». «О Аллах, наставь племя Дауса на путь истины». Он начал проклинать их? Нет. То есть, наоборот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он обратился к Аллаху и попросил, чтобы Аллах наставил на путь истины племя Дауса. И вот здесь он поднимал руки. Этот хадис передал тот же имам Аль-Бухари, но уже в Адабуль Муфрад. Также этот хадис приходит у Бухари и Муслима в Сахихайн. Но там уже нету этого слова рафага ядайхи. То есть он поднял руки, вот этих нет слов. Это только Адабуль Муфрад. Следующий хадис передал нам Джабир ибн Абдилля. Это тоже замечательный сподвижник, радийаллаху анху, который передал нам, машаллах, столько хадисов. И он рассказывает, что снова про Туфайль ибн Амра. Что Туфайль ибн Амр, он сделал хиджру. Он сделал хиджру к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И вместе с ним сделал переселение еще один человек. Они пришли в Медину, и кто изучает сиру, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для многих климат в Медине, он был очень тяжелым. На самом деле, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в Медине не было бараката. То есть того бараката, который мы видим по сей день, этого бараката не было до прихода пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Баракат пришел после его дуа. То есть когда он обратился к Аллаху: «О Аллах, ты благословил Мекку посредством дуа твоего пророка Ибрахима. О Аллах, не спошли бараката в 2 раза больше в Медине посредством твоего пророка», то есть посредством меня. И Аллах не спаслал баракат в Медину. Аллах дал воды, машалла, зелень, урожай пошел, и климат улучшился. А до этого там все было плохо.
И некоторым сподвижникам на самом деле было очень тяжело. Люди заболевали, люди болели, умирали. И вот человек, который переселился вместе с этим Туфейлем ибн Амром, он заболел. Он мучился, и в один из дней он взял стрелы с наконечниками и вырезал себе фаланги. И потерял много крови и умер. Через некоторое время Туфейль ибн Амр увидел этого человека во сне. Увидел этого человека во сне, весь сияющий, весь в благах, да. Ну, он понял, что, машаллах, Аллах его простил. Но в то же время он увидел, как тот, который порезал себе фаланги, пальцы, да, он чем-то закрывал эти пальцы. То есть эти раны, они были и там. И он спросил: а почему ты прикрываешь свои пальцы? И тот ему, это он во сне видит, да? И он сказал ему, что хотя Аллах его простил, но вот эти раны, которые он себе нанес, они все равно останутся. То есть они не прощены, как бы вот так, да? Хотя Аллах его простил. Затем он подошел к пророку, саллиллаху Туфейль ибн Амр, который увидел этот сон, и рассказал ему об этом сне. И посланник Аллаха, саллиллаху обрадовался. То есть он даже сказал во сне, что Аллах простил его за то, что он переселился к пророку, саллиллаху. Он сделал хиджру, а хиджра это великое поклонение, оставить свое место куфра, идти, там, проходить через эти трудности, испытания и прийти к пророку, саллиллаху с переселением. Это было великое дело. За это Аллах его простил. Но пальцы остались с ранами. И пророк, саллиллаху, когда услышал это, он сразу же поднял руки и сказал: Аллахумма вали ядейхи фагфир. О Аллах, прости и его руки прости. То есть не только его, прости и его пальцы, и его руки. Вот так он, варафага ядайхи, то есть подняв руки, он обратился к Аллаху с истигфаром за этого сподвижника. Этот хадис в сборниках имама Аль-Муслима. И вот здесь тоже мы видим, как пророк, саллиллаху, услышав сон, он попросил прощения за этого мусульманина. Следующий хадис передает нам Аиша, радийаллаху анха, что она видела, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, взывал к Аллаху, подняв руки, следующими словами: Аллахумма иннама ана башарун. О Аллах, воистину я человек. Я человек, и не покарай меня. То есть я такой же человек, поэтому не покарай меня. И его руки были подняты к небу. Этот хадис мы находим у имама Аль-Бухари в Адаб-уль-Муфрад. Следующий хадис мы видим также у имама Аль-Бухари, где видели посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он, подняв руки наверх, он делал дуа за его любимого сподвижника Усмана ибн Аффана. То есть, когда он делал дуа за своего сподвижника Усмана ибн Аффана, у него руки были подняты к небу. Также Абдуррахман ибн Самура передает, есть такая история затмения солнца. И вот там он говорит: я подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и я видел, я видел, как он, подняв руки, обращался к Аллаху. Вот таких хадисов очень много. Есть еще хадис про Айша, радийаллаху анха, когда Айша рассказывает: в ту ночь, это была моя ночь, то есть у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы знаем, было несколько жен,
И он по справедливости делил эти ночи. И вот эта ночь, она принадлежала Айше, радийаллаху анха. И когда они легли спать, пророк ﷺ подождал, пока она заснет, встал, тихо-тихо собрал свою одежду и покинул дом. И Айша, она не смогла проявить терпение, да, она также оделась и пошла за ним. И она увидела, как пророк ﷺ подошел к кладбищу Бакир, Аль-Бакир, это где у нас? В Медине, так ведь? Вот. И он подошел к этому кладбищу, и 3 раза он вот так поднимал руки. 3 раза. То есть, получается, он 3 раза делал дуа. Через некоторое время он повернулся в сторону дома и пошел. Так что Айша осталась позади. Но сейчас же надо Айше быстрее догнать его, не только догнать, обогнать и оказаться дома, пока он не придет, чтобы пророк ﷺ не почувствовал, что она следит за ним. Да? И она так спешила, что пророк ﷺ начал больше спешить, еще больше. Она начала бежать, он начал бежать, и она обогнала быстро-быстро, очутилась дома до его прихода. Когда пророк ﷺ пришел, он увидел, что она там еле-еле дышит, и спросил: почему, говорит, ты так тяжело дышишь? Скажи мне, или же мне об этом расскажет всеведущий Аллах. Он вот так сказал. То есть, или ты мне расскажи, или мне Аллах расскажет. То есть, получилось, она же как будто там, засомневалась, что, может, он там к другой жене пошел, да? И пророк ﷺ прямо даже сказал, что ко мне пришел Джибрииль, и так как ты не была покрытой, дома же женщина не покрывается, и он поэтому не стал заходить. И я вышел пообщаться с ним. А ты думала, что я оставил тебя и пошел к моим другим женам. Вот так. Как бы вот такой разговор состоялся. Но в этом хадисе мы видим, что пророк ﷺ, когда стоял возле Бакира, он поднимал руки, даже несколько раз. Еще в конце хадиса пророк ﷺ, когда Айша признала свою вину, что она следила за пророком, да, в сомнениях, что он может там другим женам пойти. Это было бы несправедливостью, потому что эта ночь была Айшей. И пророк ﷺ сказал: иди в Бакир и обратись к Аллаху за усопших. То есть сделай дуа, и научил, какую молитву там читать. Вот это тоже хадис, где мы видим, что посланник Аллаха ﷺ 3 раза во время дуа поднимал руки. Также есть другой хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправлял сборщиков заката, то есть у него были сборщики заката, и эти сборщики подходили к людям и брали у них закат. Потом этот закат они приносили, в казну, и пророк ﷺ затем это по справедливости делил среди нуждающихся. И он отправил одного из подвижников, его звали Ибн Аль-Лютбия, за закатом, и он пришел, разделил собранный закат и сказал: я Расуль Аллах, это вот закат, который я собрал, а это моя доля. И пророк ﷺ спросил: что за доля? Он сказал, что это вот подарок мне дали, когда я закат собирал. И посланник Аллаха ﷺ очень разозлился, рассердился и затем сделал хутбу, сделал обращение и сказал, что вот есть некоторые сборщики, которые хотят утверждать, пытаются утверждать, что какую-то часть им дали как закат, а какую-то часть им дали как просто подарок. То есть это вот закат, а это тебе подарок лично. И если бы, говорит, они сидели у себя дома возле отца и мамы, то кто-нибудь подарил бы им этот подарок, дал бы им этот подарок. То есть им же дали подарок за то, что они сборщиками заката были. Так ведь? То есть это как превышение своих полномочий. И потом он пригрозил наказанием в судный день.
То есть кто-то придет в судный день там, с ревущими верблюдами, которых вот так он как подарок взял на пути Аллаха, да? Кто-то придет с блеющими овцами, с коровами, и это будет им наказание в судный день. И потом, затем, он поднял руки, он вот так поднял руки и сказал: «Аллахумма халь баллягту». «О Аллах, я довел ли до них истину?» Эти слова. То есть он обратился к Аллаху, также подняв руки к небу. И сказал: довел ли я до них эту истину? И он, когда поднимал руки, сподвижники говорят, что мы видели даже белизну его подмышек. То есть получается, он не просто вот так поднял, а довольно-таки высоко поднял так, что виднелись его подмышки. Вот это тоже один из доказательств. Также есть хадис, который передал Абдулла ибн Амр, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда вспоминал слова Ибрахима, Аиса, алейхиссалям, он поднял свои руки и сказал: «Аллахумма уммати». «О Аллах, прости мою общину». Прости мою общину. Этот хадис, те хадисы были, тот хадис был у Бухари и Муслима, а этот хадис у имама Муслима. Вот здесь тоже доказательство того, что он поднимал руки. Также есть хадисы во время хаджа, как, например, во время Арафа, Усама, радийаллаху анху, который сопровождал его во время Арафа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рафаа ядайхи ядау, он поднял свои руки и взывал к Аллаху. Вот это тоже один из примеров, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время дуа поднимал свои руки. Также есть хадис от Кайс ибн Саад у Абу Дауда, который рассказывает, Кайс ибн Саад рассказывает: «Thumma рафага Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям ядайхи ва хуа якуль, Аллахумма салаватука ва рахматука аля али Саад ибн Губада». «О Аллах», то есть он поднял руки и сделал дуа за семейство Саад ибн Губада. То есть он сказал: «О Аллах, твои молитвы, то есть твои благословения и твоя милость семейству Саад ибн Губада». Вот, альхамдулилля, вот эти все хадисы, мы с вами уже говорили, их около 100, они все доказывают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время дуа поднимал свои руки. Вот один из смыслов и один из таких достоинств поднятия рук во время дуа приходит в хадисе у имама Тирмизи и Абу Дауда. Этот хадис рассказал нам Сальман аль-Фариси. Сальман аль-Фариси, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна раббакум хаййюн каримун». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину ваш Господь хаййюн», то есть он стеснительный. То есть, оказывается, аялшанлык, стеснительность есть у кого? У Аллаха. Хотя ему стесняться нечего и некого. Так ведь? Не перед кем. Он не должен стесняться. Вот воистину ваш Господь застенчивый, стеснительный, каримун и щедрый. Ястахи мин абдихи ида рафаа ядайхи илейхи ан яруддахума суфра. То есть, когда раб взывает к нему, протягивая свои руки, то есть просит у него, протягивая свои руки, Аллах стесняется оставлять эти руки пустыми. Пустыми, то есть Аллах стесняется оставить его дуа без ответа. Вот поэтому каждый раз, когда мы, обращаясь к Аллаху, поднимаем свои руки, мы просим у Него. Так ведь? Мы просим у Него. Мы должны понимать, что Аллах, это будет причиной того, то есть поднимание рук во время дуа, это причина того, что Аллах не оставит твои руки какими? Пустыми. То есть не оставит твое обращение без ответа. Вот поэтому
я иногда во время дуа даже вспоминаю этот хадис. То есть я говорю: о Аллах, ты стесняешься оставлять руки своих рабов пустыми, когда они тянутся во время дуа. Поэтому не оставляй мои руки пустыми. То есть не оставляй мои дуа без ответа. Вот. Поэтому, альхамдулилля, вот в этом есть мудрость, хикма, одна из мудростей поднимания рук во время дуа. То есть Аллах стесняется оставлять протянутые руки своих рабов пустыми. И вот поэтому мы с вами несколько лекций назад говорили про то, что не нужно протягивать руки в сторону его рабов, а нужно протягивать руки Аллаху. Так ведь? И чем больше твое сердце, оно связано с Аллахом, чем больше ты уповаешь на Аллаха, тем Аллах больше избавит тебя от протягивания рук перед его рабами. Поэтому, что касается людей, правило одно, мы с вами говорили: ядуль улья хайрум мин ядис суфля. То есть ядуль улья, рука сверху, лучше, чем рука снизу. Так ведь? То есть рука снизу что делает? Просит. А верхняя рука, она дает. Поэтому, что касается людей, лучше давать, чем просить у них. И добиваться того, чтобы ты давал, а не просил. А что касается Аллаха, то твои руки, протягивание рук показывает твое рабство перед Ним. Ты в смиренности просишь у Него. Ты же не говоришь вот так там, так, да, как будто руки там протягиваешь, чтобы поцеловали тебя, да. То есть это смиренность. Даже когда мы с кем-то здороваемся, да, даже вот говорят же язык телодвижений, да, когда человек протягивает, ну, чтобы поздороваться, тебе руки вот так, да, это он, все, это он показывает, что он круче тебя, ну, он так думает, да, он проявляет свое высокомерие, да, вот так-то. Есть же некоторые там, ну, давай уж, пожми мою руку, да, то есть давай уж, как будто он там осчастливил тебя этим, да, своей рукой грязной иногда. Вот, поэтому, а это уже открытость показывает. Даже вот это же обычная, как бы, природа людей, отношения с людьми. А когда ты взываешь к Аллаху, то есть это ты показываешь свою смиренность перед Ним. Ты признаешь Его величие. Ты показываешь, что ты нуждаешься в Нем, поэтому ты просишь. И Аллах стесняется оставлять твои протянутые к Нему руки пустыми. Поэтому нужно, это общий адаб во время дуа. И это есть одна из, иншаллах, причин принятия наших дуа. Это есть одна из причин принятия дуа. То есть мы же вот на протяжении нескольких лекций как раз изучаем причины принятия дуа. Есть благословенные времена, когда мусульманин соблюдает, ждет, хранит это время, не упускает это время, да? Например, там, треть ночи, между азаном и икаматом, во время суджуда, завершение намаза. То есть это есть благословенные времена, есть благословенные положения, когда у него принимается дуа. Мы с вами говорили про Сафа, Марва, про место, где закидывают шайтана камнями во время хаджа, да? То есть это те положения, те места, где у тебя дуа принимается. И вот одной из причин принятия нашего дуа это взывание к Аллаху, протягивая наши руки. Вот поэтому нужно всегда стараться использовать эту причину, иншаллах, принятия наших дуа. И ученые указывают на 3 вида поднимания рук во время обращения к Аллаху. Первый вид это поднимание рук, то есть это называется, когда ты просишь что-то, дуа уль мас'аля, когда ты
что-то просишь у Аллаха, то есть обращаешься к Аллаху с просьбой. Это обычный вид дуа, когда мусульманин поднимает свои руки и ладони смотрят наверх. То есть это вот правило дуа, ладони смотрят наверх, а эта сторона, тыльная, да, получается, они смотрят вниз. И вот ты обращаешься к Аллаху. Во время дуа ученые говорят, вот эти ладони, они могут повернуться иногда. Ты же не будешь вот так прямо сидеть, да? Они могут повернуться в сторону лица, а эта часть, она может повернуться в сторону кибля. Потому что кибля это тоже одна из адабов дуа. Поэтому, то есть нельзя думать, что вот ты прямо должен так сидеть, а когда ты будешь просить, немножко, если они вот так повернуться в твою сторону, все, Аллах не примет. Нет такого. Вообще поднимать руки не обязательно. Это тоже одна из наших ошибок. Потому что вот некоторые, особенно безнам бабайлар, которые прошли вот этот советский период, да, когда поднять руки после там еды, там где-то, это было целый джихад. На самом деле это был джихад. Это был джихад. Они прошли через этот джихад. Например, там кто-то, будучи в советской армии, да, в армии, когда было безбожие, когда было светское, то есть безбожное государство, они там дуа делали, да, это был героизм. И поэтому, вот может быть от этого еще осталось, когда кто-то не поднимает руки, он уже там, все там, ты преступник там, да, мы должны понимать, то есть перегибов не должно быть ни с этой стороны и ни с этой. Во время дуа, да, желательно поднимать руки, но не обязательно. Это не фарс, это не условие, это не как тахарат во время намаза. Потому что мы с вами говорили, что дуа это самое облегченное поклонение, которое имеет наименьшее количество условий. То есть тахарат не обязательно. Поворачиваться в сторону кибля не обязательно. Говорить только словами пророка, которыми он говорил, не обязательно. Ты можешь своими словами. Да? Обязательно садиться или встать не обязательно. Даже вот некоторые иногда упрекают, например, если кто-то, все сидят, дуа делают, а кто-то стоя делает. Он говорит, сядь. Не надо перегибов. Даже поднимать руки не обязательно. Поэтому, но вот первая ступенька поднятия рук, это вот обычное самое, когда ты просишь что-то у Аллаха. Это вот первый. Да? Есть второй вид поднимания дуа, это во время истигфара, во время восхваления Всевышнего Аллаха, когда мы произносим слова ташаххуда, то есть это поднимание указательного пальца. Как, например, во время ташаххуда, да, когда мы читаем, в ханафитском масхабе, кто-то говорит, что нужно поднимать руки вот так, в каком-то масхабе ученые говорят, что можно двигать так, но у нас в ханафитском масхабе мы поднимаем указательный палец правой руки, где? Когда мы говорим «Ашхаду алла иляха илляллах». Так ведь? То есть это тоже поднимание рук. То есть указательного пальца именно правой руки. И пророк ﷺ сказал, что вот это поднимание, пальца, оно равносильно, как будто ты каким-то чем-то железным ударил Иблиса. Потому что шахада это самое страшное для Иблиса. Шахада, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Поэтому, когда человек восхваляет Аллаха, когда человек восславляет Аллаха, когда человек говорит «Ля иляха илляллах» или там «Ашхаду алла иляха илляллах», то есть вот это тоже своеобразное поднимание руки, да, когда мы обращаемся к Аллаху. Это больше зикр во время зикра. Или там истигфар. Следующее поднимание руки, это уже аль-ибтихаль называется. То есть это когда человек, то есть проявляет настойчивость, когда ему что-то нужно, очень сильно. Когда человек в чем-то нуждается, очень сильно. Когда он, может быть, находится в каком-то бедственном положении, в страшном положении. Когда рабы нуждаются в чем-то, очень сильно. Потому что если этого не будет, то они могут погибнуть. Вот там уже руки
которые мы, например, там на уровне плеч поднимаем, как в первом случае, тогда уже руки начинают идти куда? Подниматься дальше, дальше. То есть это как ты просишь, когда не дают, ты еще сильнее протягиваешь, да? То есть когда вот раб очень сильно в чем-то нуждается, то есть у него уже руки не ограничиваются высотой плеч. Так ведь? То есть он уже дальше, дальше, дальше и поднимается так. Хадис вспоминаем. У пророка видели белизну подмышек. Так ведь? То есть если бы он вот только так просил бы, ничего видно не было бы. А когда уже руки дальше, дальше и дальше поднимаются, то видны подмышки. И даже были случаи, когда пророк и спрашивал дождя во время истиска. Потому что если дождя не будет, все, погибнут урожай, погибнут, все погибнет. Люди вложились, все, что у них было, это все там у них в огороде, у них там на полях. И если Аллах лишит их дождя, все погибнет. Люди начнут голодать. И поэтому, когда пророк делал истиска, то есть спрашивал дождя, иногда его чапан, его плащ падал с его плеч. То есть, когда чапан падает с плеч? Когда уже руки вот так поднимаются, и чапан уже падает. Вот поэтому ученые указывают на 3 степени, 3 вида поднимания рук во время дуга. И все это причиной принятия наших дуга. Ну, много вопросов там, как там руки вместе держать, там, или там раздельно держать. Кто-то говорит там, что нужно вместе держать, потому что когда Аллах дает, чтобы не упало что-то, да, ну, как сказать, хотелось бы, чтобы Аллах больше дал, конечно, не только, да, вот. Потом некоторые говорят, есть, например, там, вот у Сулейман-Челар там говорят, что вот тут как бы цифра 18, а тут 81, вместе соединяешь 99. Ну, конечно, на это все доказательств, хадисов нет такого. То есть это чисто уже этот народный обычай. Поэтому единственный момент, вот как держать руки, да, то есть вместе или там пошире, да, кто-то говорит, мне больше надо, поэтому я так пошире беру, да. Ученые указывают на смиренность во время дуа. То есть чем ты смиреннее, чем ты скромнее ведешь себя во время дуа, тем лучше. Поэтому вообще во время поклонения, потому что мы должны понять суть, основа поклонения – это что? Это твоя смиренность. Это ты раб. Если ты будешь просить у Аллаха, Аллах, дай мне там, это не есть смиренность. Ты должен, когда обращаешься к Аллаху, ты должен понимать, что ты жалкий раб, беззащитный, бессильный раб. И ты должен просить как раб, а не как там высокомерно, Аллах, дай-ка мне там это, дай-ка мне то, да. Ты мне должен там. Нет, ты должен, это твоя смиренность должна быть. Поэтому во время дуа нужно показать свою смиренность. Во время намаза. Потому что иногда смотришь, как там некоторые братья встают на намаз, там, как будто он там как будто гаишник на посту стоит. Ну, нельзя так делать. То есть нужно смиренно вставать. Некоторые там встают так, там, ну вот прямо, ну не видно в нем вот этой смиренности. И так гордо стоят некоторые. Ну ты стой гордо там, на посту где-нибудь, с автоматом, там где-нибудь там на поле битвы, да, покажи свою силу. Пророк саллям. Почему вот эти, тут, так, бицепсы здесь, трицепсы здесь, да, плечи, почему обнажали плечи? Чтобы мушрики видели, ну, во время тавафа, первые круги, чтобы мушрики видели, что мы, если что, сильные. Мы можем и ударить, что мы не слабые. То есть обнажали, потом только закрываем. Так ведь? А где-то надо показать силу, но когда ты перед Аллахом, все, оставь это. Ты слабый, ты беззащитный. Поэтому дуа ты должен быть смирен. Во время намаза ты должен быть смиренным. Сподвижники не стояли вот так.
У сподвижников, у них подбородки от смиренности ударялись в грудь. Они вот так прямо стояли перед Аллахом, то есть смиренно, слабыми рабами. И вот это же есть суть поклонения, твоя слабость, твоя смиренность перед Аллахом. И во время дуа тоже, то есть, нужно оставить положение там высокомерных, горделивых, да, там, то есть, чем смиреннее ты, тем, и поэтому не бойтесь, что руки там поближе будут, что там мало придет, да, от этого не зависит. Ладно, иншаллах, можно говорить еще много про поднимание рук, да, буквально несколько слов скажу про протирание лица после дуа, получается, после дуа, да, то есть, когда делаешь дуа, есть, давайте скажем, обычай, который, то есть, ты когда завершаешь дуа, ты протираешь лицо, так ведь. О протирании лица есть огромные разногласия среди ученых. Есть разногласия среди ученых, потому что есть ряд ученых, которые утверждают, что хадис, который указывает на протирание лица, он недостоверный. Он даже слабый, говорят, заиф. И поэтому они говорят, что в сунне пророка, саллаллаху алейхи, есть поднимание рук, но нет протирания лица. Но мы должны понять, что это разногласие, оно есть среди величайших ученых. И есть ученые, которые доказывают, что это сунна. И у них есть свои доказательства. Есть ученые, которые доказывают, что это не сунна. И вообще, вот эти разногласия, они же как раз исходят от того, что кто-то считает, что этот хадис, он достоверный, кто-то считает, что он хороший иснад, а кто-то говорит, что он слабый. Это как саляту тасбих, слышали, да? Намаз тасбих, такой продолжительный, долгий намаз. Вот, субханаллах, что касается этого намаза, есть определенное количество ученых, которые говорят, что хадис, который указывает на саляту тасбих, намаз тасбиха, он достоверный. Они говорят, это сахих хадис. Есть группа, это авторитетные ученые. Это не просто там какой-то хазрат там, с какого-то мадраса, да? Это ученые, признанные ученые. Они говорят, они доказывают, иснад достоверный. Есть ученые, которые говорят, что иснад этого хадиса хороший, но недостоверный. Хороший – это то, что мы можем смело брать. Достоверный, конечно, это они говорят, что саляту тасбих – это сунна. Есть ученые, которые прямо доказывают, что иснад этого намаза слабый, заиф. Поэтому кто-то говорит, что не нужно прямо железно утверждать, что это сунна пророка. Кто-то говорит, что да, он заиф, но его можно использовать, потому что это же не харам, не халяль. Не халяль, не харам. Это не акида, это просто дополнительный вид какого-то намаза. Да? Они говорят, что можно. Есть, братья, ученые, которые прямо доказывают, что это придуманный хадис. Даже не заиф, а маудух хадис. У всех есть свои доказательства. У всех есть свои доводы. Поэтому фикх это субханаллах, это такая наука, где мы, простые мусульмане, мы должны следовать за кем-то. Поэтому то, что я изучал про протирание лица, Аллаху а'лям, все-таки очень много ученых говорят, что это сунна. Даже те ученые, которые там, салафитские ученые, да, которые говорят, что это бидгат, даже они, утверждая, что это не сунна, они не говорят, что это бидга. Потому что они видят, что эту сунну приняли сотни миллионов мусульман по всему миру. И они не осмеливаются называть протирание лица бидга, кроме наших некоторых братьев уж, да, которые говорят, это бидга. Да? Джумхур есть, даже можно сказать, большинство ученых, вот то, что я искал по книгам, да, они говорят, что это есть, протирание лица есть. Поэтому
Если кто протирает лицо, альхамдулилля, это будет наградой. За это, он получит за это награду. Да, потому что есть хадис, есть огромное количество, их больше даже, ученые, которые говорят, утверждают, что это есть сунна. Есть ученые, говорят, да, это не сунна, хадис недостоверный, но даже они не говорят, что это прямо вот бида. Поэтому здесь это нельзя, вот некоторые тоже у молодежи перегибов много, это вот то же самое, что вот как ты почему руки не поднимаешь, а у них вот этот перегиб, ты почему лицо протираешь, да? Потому что ученые это признают. Аллаху алям, Аллаху алям. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк. Ну, кому вот этот второй вопрос интересный, у меня где-то даже статья была, я куда-то писал эту статью, про эти разногласия в протирании лица. Ладно, значит, у нас следующая тема – это истикбалюль кибля. Это поворачивание лицом в сторону кибля во время дуа. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.